Здравствуй, папа. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивилась. До чего же прежний ты был во сне? Прежний, но такой же самый, будто мы не виделись 2 дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, а потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеется. Я визжу и висну на тебе. Мы с тобой начали бороться, и, конечно, одолела я тебя в борьбе. А потом дала тебе 2 осколка, что нашла недавно у ворот, и сказала тихо-тихо: скоро елка, ты приедешь к нам на Новый год. Как сказала, и в тот час проснулась. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулась, удивление глянула во тьму. Тьма такая, ничего не видно, аж круги в глазах от этой тьмы. Как ж мне сделалось обидно, что с тобой вдруг расстались мы. Папа, ты вернешься невредимым, ведь война когда-нибудь пройдет? Миленький мой папочка, любимый, знаешь, вправду, скоро Новый год. Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, прижелаю поскорее фашистов одолеть, чтобы они наш край не разрушали, чтобы как прежде можно было жить, чтобы они мне больше не мешали. Обнимать тебя любить, чтоб над всем таким большущим миром днем и ночью был веселый свет. Поклонись бойцам и командирам, передай им от меня привет. Пожелаем всякую удачу, пусть идут на немцев день и ночь. Я пишу тебе и чуть не плачу. Это так, от счастья, твоя дочь.